У Марии Берсановой врачи вот уже более 10 лет как выявили болезнь сахарный диабет. Из-за высоких показателей уровня сахара ее сразу перевели на инъекции инсулина. С момента открытия при эндокринологическом центре дневного стационара женщина каждые 6 месяцев проходит курсы реабилитации. И это и строгий самоконтроль, по словам женщины, помогает ей управлять болезнью. Поднимаясь по лестнице, я вот каждый день чувствую, что сахарный капельничек и если гули-гули. Дик дали локушна отцана, лечение. Для тех, кто впервые столкнулся с этой проблемой или просто хочет узнать больше, в центре проводят индивидуальные и групповые занятия. Врач подробно рассказывает, на что в особенности необходимо обращать внимание пациенту. Надо его резать, чтобы прямо вот так, чтобы углы не срезались. На сегодняшний день количество людей, больных сахарным диабетом в Чеченской Республике, составляет более 14 тысяч человек. Все выявленные больные после прохождения соответствующих процедур становятся на учет по месту жительства. И в зависимости от сложности течения болезни становятся либо региональными, либо федеральными льготниками. В последнюю категорию переводят тех, у кого есть уже признаки инвалидности. По линии государства бесплатно им выделяется инсулин и сахароснижающие препараты. Учитывая молниеносность распространения болезни, врачи неустанно дают рекомендации. Люди не только больные диабетом проверялись, но чтобы вот регулярно проводить такой вот самоконтроль или контроль глюкозы крови для выявления диабета, здоровый образ жизни, физические упражнения, зарядка, правильное питание – вот основные моменты, на которые пациенту надо обратить внимание. Среди детей сахарный диабет также не редкость. На учете на сегодняшний день состоят 188 пациентов. 8-летний Магомед вот уже несколько лет каждые 6 месяцев проходит курс реабилитации в детской клинической больнице. И за это время уже сам научился делать жизненно необходимые инъекции инсулина и до 10 раз в день замерять уровень сахара. Самое сложное, говорит мама, объяснить ребенку. Многое из того, что могут себе позволить обычные дети, ему нужно ограничить либо исключить вовсе. Joitas maaha tuoja joitas soqin khil qon ay suluriti awle kyaarchu kholi istis khlaqsu sagat doqa halmasazwat. По словам врачей, детей, как растущий организм, посадить на жесткую диету они не могут, иначе проявят себя другие заболевания. Главное, поедая продукты с быстрыми углеводами, замерять уровень сахара в крови, чтобы узнать, от чего он повысился, говорят врачи. Юная пациентка, известная певица Саала Хизриева, признается, что с тех пор, как 9 лет назад узнала о своей болезни, ест она в строго отведенное время. Но иногда так хочется позволить себе лишнюю порцию шоколадки. Бывает трудно и в школе, когда дети все едят, и ты видишь это все. Бывает трудно, но приходится держаться. И я хочу сказать, что я благодарю Всевышнего, что у меня есть руки, у меня есть ноги, что я могу ходить. Люди с сахарным диабетом, по словам врачей, должны быть очень дисциплинированными, поскольку любые погрешности с диетой приводят к ухудшению состояния. А в случае с детьми вся ответственность и забота, как правило, ложится на плечи родителей. Когда ребенка в день до 10 раз прокалывают пальчик, до 10 раз ребенок получает инфузию инсулина, потом дополнительно инъекцию инсулина, конечно, ребенок становится нервным. И проблема бывает в том, что как и нормальный любой, то и взрослый, и ребенок, они хотят что-то сладкое или еще что-то себе позволить. Эти дети в любой момент себе этого позволить не могут. Обеспечение больных лекарственными препаратами осуществляется в рамках федеральной программы. Под нее подпадают больные, имеющие инвалидность, которые не отказались от социального пакета в пользу денег, получаемых как надбавка к пенсии. В последние годы, если честно сказать, есть определенные проблемы в связи с нехваткой финансовых средств, как и на федеральном уровне, так и в республиканском бюджете. Над этим мы постоянно работаем, это на контроле Министерства здравоохранения. Я думаю, и на следующий год, на этот год мы постараемся максимально обеспечить их препаратами. Ведущие эндокринологи разных стран изучают и предлагают новые методы лечения этого масштабного недуга. Однако панацея от сахарного диабета до сих пор не найдена. Единственное, что остается – принимать препараты для компенсации уровня сахара и постоянно контролировать состояние.
Сахарный диабет – это одно из наиболее широко распространенных заболеваний в мире. Каждый год количество больных увеличивается вдвое. Причин возникновения этого заболевания немало, но практически всем пациентам можно, если не вылечиться полностью, то получить своевременную поддержку, которая гарантирует высокое качество жизни. Сегодня диабет – это не переговор. Люди с таким диагнозом живут полной жизнью. Чтобы защитить себя от этого заболевания, нужно досконально разобраться с причинами болезни и проходить своевременную диагностику. Марьям Керимова, Магомед Сулейманов, Мулайк Дениев. Новости 7.